Hakikaten Kirov ülkesi Tatarlarının medeni mağrifet içtimai uyuşması reisi Rauf Efendi Fashettinov'a, Stavropol ülkesinden Gülfinur Hanım Habibullina'ga, Omsk ülkesinin medeniyet regional Tatar Milli Medeni Muhtariyeti reisi Rafail Efendi Zabirov'a, jurnalist İlfak Şihapov'a, Tüben Novgorod ülkesinin Tuğan Yak, Başkırstan'ın Kızıltağ, Tataristan'ın Şehri Kazan, Vatanım Tataristan gazetlerine, Tatar Inform Mağlumat Agentliğine materyal jığıda ko'rsatgan yardımları için ayrım rahmetlerimizni bildiremiz. Samar ülkesinin Şilna Vershina rayonu Sovet Nurlata avulunda doğup ösken. Bugün Samar'da yaşaşı abıylı inili Şevket hem Minjavgat ilmuhinlarını da başkalarına örnek tutmaya mümkün. Şol холодильникке her kim özünün tutturmay, her kim özünün sütün, katığın, mayın, ірімшігін getirip neçe gram köpme ikenin soğutqa salıp koyada. Şoşunda bir kişi kilip tiymeyin da, bir kişi bu spesialny maşina var, kilip maşina bilen ufağa keteler de, özü nindi hak bilen satırga tiley, 20 sütünü 20 sınmanda kam tügül, alıp keteler de, iyi tügünde bazarda satarlar da akşalarını koytarıp verirler. Mana şoşunday işini biz barımız da şey alamiz. Bu mana uylap tabarılgan şonday yaxşı bir iş. Endi hozir ayta bizning avul abilarni, opalarni bir seyirga tugul, iki seyir olamiz deb aytalardi. Bir oyga 17-18 ming akça şeylerdi. Mana bu tabuş, bu o'zidan kelib turgan tabuş. Shuning uchun mana shunday yigitlarga endi biz endi o'zimizning qo'ldan kelgancha yordam etirga tirishamiz. Shulay da problemalar yok tugul endi. Alарның birsi elimizning turli rayonlarına uruşkan Tatar avullarının tarihi әлегә җентекләп өйрәнелмәде. Bu problemni hal etу yollarının birisini biz bütün Tatar tuğan yakını öğrenciler yığını bilen tığız elimtaya buldurduğunda görüyoruz. Misal için Tataristan'da bugün ülkende 300'lep kişi tuğan yak tarihini öğrenü bilen şıgılanıyor. Россия köleminde bu son. Elbette tağın da zorrak. Ozgan yıl azağında Kazanda ötkərilgen bütün Россия tuğan yak tarihini öğreniciler yığını bunu yaxşı dalilledi. Нужно кратко сказать о самом начале. Я, значит, закончил высшее военное училище, потом разбился, потом закончил Казанский авиационный институт. Последнее место работы был Чернобыль, после этого 3 года госпиталей и 2-я группа инвалидности. В Китае и в Германии сказали, хочешь жить, ближе к земле будь. И вот в 1991 году стал одним из самых первых фермеров России и Татарстана. Но я пошел немножко по другому пути, чем идет агропром, чем идете вы. Вот тут вот был интерес, какую прибыль, какую выручку люди получают с площади. Вот у меня выручка с 1 квадратного метра питомника от 3 до 4 тысяч рублей. То есть я со своей бабушкой, Библия, она тоже пенсионерка, зарабатываю с 6 соток 2,5 миллиона рублей. Работаем только субботу-воскресенье, начиная с весны и кончая осенью, если нужно говорить о прибыли. Мои лошади становились чемпионами России. Мои собаки становились чемпионами России. Тут я понял, так нужно сначала рекламу себе немножко дать. Значит, вот я хотел вам показать, где вы можете взять прибыль. Депутаты России, видимо случайно, в 2015 году внесли изменения в Земельный кодекс. В статью 1, пункт 2, пункт 3. Ну, пункт 3 вас больше всего. Приоритет охраны жизни и здоровья человека. Если окажется, что у вас земля имеет определенные отрицательные параметры, вы можете снизить кадастровую цену за землю и снизить свои налоги. Первая прибыль отсюда получается. Если еще будете делать так, как я делаю, килограмм вашей продукции будет стоить от 5 до 10 раз дороже, и это будет справедливо. И теперь я вам все это покажу. Следующий кадр. То есть все законно. Последнее образование, 5-е у меня, это юридический факультет. Моя дипломная работа называлась «Противоправные бездействия прокуратуры при введении земельной реформы в России». Очень сильное давление было, но ректор защитил меня, я защитил работу. Есть 3 региона на земном шаре, где возможно устойчивое интенсивное земледелие. Потому что там есть лес. Вы можете его выпахать, допахать до подгрунта, но все равно он будет плодородный. То есть там возможно интенсивное земледелие. Следующий кадр. На наших землях интенсивная технология убивает почвенное плодородие и делает почву бедными и свободными от микроэлементов. А недостаток тех или иных микроэлементов усугубляет ваше здоровье.
Дальше вы поточнее увидите. Следующий кадр. Вот в 900 году во Франции была всемирная выставка, когда Эйфелеву башню построили, и туда привезли 1,5 метра чернозема. Крестьяне пошли под предварительством ученых, сделали ров глубиной 3 метра, и одним куском выкопали, взяли эти 1,5 метра и в Париж привезли. Он там до сих пор на выставке хранится в Аграрном университете. Вот в 2014 году туда же поехали ученые, где был грунт выкопан, и чернозема всего лишь осталось полметра. То есть практически за 100 лет каждый год исчезал 1 сантиметр почвы, испарялся, уходил зерно. Вот у кого-то на полях есть тригонометрические вышки геодезической сети, наверное, или видели, когда мимо проезжаете. Обратите внимание, они сейчас стоят как бы на пригорке. А раньше, когда вышку ставили, была ровная земля и был ров обкопан. То есть поля съедены, плодородный слой съелся, и никто не думает его восстанавливать. То есть вот в Воронежской области, где чернозем, 50 лет остался этого чернозема, а потом там как крестьяне будут жить. Если мы сейчас этот вопрос не зададим, я не знаю, что будет с татарскими селами через 50 лет, с сельской местностью. Вам такое надо? Мне нет. Тахиров Марсель Шарифжанұлы, Татарстан фәнни текшеру институты директоры болып эшлейм. Традицион рәвештә 6-нчы тапкыр уздырылып килә торган Россия авыл эшмәкәрләре җыенында катнашырга килдем. Һәм монда үзебезнең эшчәнлегебез институтның галимнәре һәм нинди продукция җитештерәбез без турыдан-туры авыл хуҗалыгы производствосына шулар темасына бүгенге көндәге климатның үзгәрүен дә исәпкә тотып кыскача гына чыгыш ясадым. Берничә сорау бирделәр, үзләрен кызыксындырган сорауларны күрше регионнардан килгән милләттәшләребез. Бигрәк тә күбесен кызыктырды бәрәңге. Безнең институтта уңышлы гына бәрәңге селекциясе эшләп килә. Менә соңгы 10 елда килеп, соңгы 5 елда килеп туды безнең жаңа 4 сорт. Менә шушындый кыскача рәвештә генә менә очрашу дәвам итә.